Ирина Сергеевна, расскажите, пожалуйста, что такое Хобл? Хроническая обструктивная болезнь легких – это одна из самых часто возникающих болезней, которая появляется у людей в результате курения. Эта болезнь характеризуется прогрессирующей одышкой, наличием хронического воспалительного процесса в бронхах. И этот процесс приводит постепенно к обструктивным изменениям. Обструктивные изменения в бронхах вызывают постепенное сужение их просвета, что и приводит к одышке. Одышка неуклонно прогрессирует. Это приводит к хронизации процесса, изменениям структуры легочной ткани и тяжелым осложнениям. Они в конечном итоге при недостаточном их лечении и продолжении курения приводят к смертельному исходу. Скажите, а насколько актуальны эти болезни для республики? В нашей республике очень много пациентов, страдающих хронической обструктивной болезнью легких. Надо сказать, что мы Северная республика. У нас и так факторы климатические предрасполагают к частым простудным заболеваниям, к хронизации процесса, это к хроническому бронхиту. А если человек еще и курит, то скорее всего, у мужчин через 10-15 лет, у женщин через 8-12 лет постоянного ежедневного курения сформируется хроническая обструктивная болезнь легких. И это заболевание, оно, наверное, по совокупности своей влияет не только на состояние легочной системы, это же еще поражение сосудов, поэтому в целом по совокупности может даже выйти на 3-2 место по причине смертности нашего населения. Какие есть симптомы у этих болезней? Хроническая обструктивная болезнь легких характеризуется типичными симптомами. Это проявление кашля. Кашель может быть приступами, может быть сухой, может быть с мокротой. С годами он всегда с мокротой, потому что курение оно способствует формированию инфекции в просвете бронхов. И эта инфекция она и поддерживает отхождение мокроты у курильщиков. Еще один важный симптом этого заболевания – это одышка. Это основной симптом. Потом одышка прогрессирует, и в итоге человек, который имеет стаж курения от 30 до 50 лет, он даже порой не может сделать обычные движения для обычного человека, которые характерны, такие как одеться, обычная ходьба по комнате. То есть он требует постоянно помощи постороннего. И вот этот симптом, он и является причиной инвалидизации. Еще один симптом, это уже как проявление, наверное, этой болезни, это частые простудные заболевания. Курильщик, имеющий хронический инфекционный процесс в бронхах, он подвержен более частой инфекции, то есть его защитная система легких и бронхов не справляется с бактериями, с вирусами, с которыми обычно некурящий человек, как правило, справляется очень легко. И если человек заболевает, курильщик, то эта болезнь у него продолжается более длительно, более тяжело, имеет более частые осложнения. И сейчас актуальна эта коронавирусная новая инфекция. Мы тоже очень переживаем, пульмонологи, терапевты, вообще врачебное сообщество, как зимой будут переносить эту инфекцию курильщики. Ирина Сергеевна, расскажите, пожалуйста, меры профилактики этих болезней. Но самое главное, чтобы избежать развития хронической обструктивной болезни легких, это, конечно, нужно в первую очередь либо не курить, либо отказаться от курения. И отказ от курения – это первостепенная причина, которая может помочь избежать прогрессирования заболевания. И при нормальном, хорошем наблюдении, при лечении, назначении правильного лечения, эта болезнь может даже иметь обратное течение в ряде случаев. И в завершение дайте, пожалуйста, пару рекомендаций нашим зрителям.
Ну, я очень люблю наших всех зрителей, всех людей нашей республики Коми, и поэтому я очень-очень надеюсь, что наши зрители будут более разумными и либо откажутся от курения в ближайшее время, либо просто не будут начинать курить.